Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что случится ровно за 3 дня? Что принесут вам следующие 72 часа? Давайте посмотрим. Загадайте, пожалуйста, на себя. Пусть нужная и важная информация для вас, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, тут такие новости. Хоть стой, хоть падай. Птица буквально, как, не знаю, ракета какая-то, влетает в вашу жизнь. Да, интересно. Знаете, мои хорошие, вот прям задумалась. А может, это и не птица? Конечно, не дай бог никому. Никому, никогда. И, ну да, в современных реалиях может быть что угодно. Знаете, вот прям как сердце вот сжалось, да? Смотрю, птица, а вроде и не птица. Но вы видите, вот он фрагмент, да? На что похоже? Да? Вот прям похоже, да? Не будем говорить. Хотя я уже сказала. Ну, не дай бог. Будьте аккуратны. Я вас прошу, будьте аккуратны. Не игнорируйте никаких оповещений. Будьте аккуратны. Берегите себя, своих детей, своих любимых, родных людей и животных тоже, пожалуйста, тоже берегите. Не дай бог, не дай бог. Видите, еще 4 показали. Ну, 4 — это дом, семья, место, где вы живете. Ну, попросим у Создателя, чтобы это была именно новость. Новость, которая влетит в ваш дом на какой-то бешеной скорости. И пусть эта новость будет самой хорошей, самой положительной. Пусть это будет что-то, что наполнит ваш дом радостью, но не болью. Пусть наполнит любовью, теплом и всем самым хорошим. Видите, вот 4 и вот фрагмент. Нет, ну в принципе на птицу тоже похоже. Не знаю, ну как вам видно. Видите, 4 и вот такая вот фигурка. Да, назовем фигурка. Берегите себя, мои хорошие. И пусть в ваш дом только прилетают хорошие новости. И ничего другого. Никогда. Так тому и быть. Как сказано, так и сбудется. Только хорошие новости. И никогда ничего другого плохого. Так, еще. Слушайте, прям не по себе как-то мне после этого всего. Ну ладно, будем продолжать. Тем более есть о чем поговорить. Смотрите, предупреждают вас о хитром человеке. Человек, который, ну буквально вот улыбка не сходит с лица. И улыбка такая, знаете, вот неприятная. Вроде улыбается человек, а неприятно становится. Этот человек либо что-то будет просить у вас, либо наоборот что-то будет вам предлагать. Смотрите, и то плохо. Потому что у этого человека прям на лице написано «хочу обмануть», «хочу воспользоваться», да, либо «хочу нажиться». Вот кто сильно улыбается, с теми лучше дела не имеете. Но опять же будет вот это ощущение, что неприятно, да, неприятная улыбка. Ну, допустим, вы идете на рынок, хотите там чего-то свеженького купить, там овощей, фруктов, да, и вот какой-то продавец прям слащаво, да, с этой своей улыбкой прям лезет к вам. Вот у меня самое вкусное, самое лучшее, я там скидку сделаю, 5-е, 10-е, 1000 комплиментов. Лучше обойдите. Обойдите и идите к кому-то другому. К тому, кто без таких слащавых, притворных улыбок, да. И то же самое, если кто-то придет и будет у вас что-то просить, даже если у вас есть и есть излишком, не давайте. Не давайте, потому что вы потом пожалеете, 100% пожалеете. Хитрый, очень хитрый, лукавый, и вот желание нажиться,
желание удовлетворить свои интересы. Ничего другого больше нет. Вот ничего как хорошего нет, ни капли хорошего нет в этом человеке. Дальше показывают интересного парня. Это парень, ну, мужчина, да, парень высокого роста, сильный показывают. Будет вам с чем-то помогать, либо в чем-то помогать. Вот, знаете, люди ходят такие равнодушные, либо каждый там в своем варится, да, никому ни до кого дела нет. А этот человек, он очень положительный. И вот либо сам откликнется, либо мимо не пройдет, либо увидит, что вы в затруднении, и вот реально сам подойдет и будет вам помогать. Если вы знаете этого парня, да, есть в вашем окружении красивый, молодой, высокий парень, то знайте, что это будет ваша правая рука. Его даже просить не надо. Сам как-то узнает, сам придет, сам увидит и сам начнет помогать. Вот прям как ваша правая рука. Благодаря этому парню у вас и настроение улучшится, и дела сделаются, и выход найдется, и вопрос решится. Ну прям гениальный, хороший, добрый человек. Тут почаще бы такие встречались. Дальше, с левой стороны, показывают какую-то женщину, лицо руками закрыла, и такая, знаете, то ли плачет, то ли что, просто прячет глаза. Но странно себя ведет. Женщина, которую вы предупреждали, вы ее предупреждали не раз, вы ей говорили: не лезь на рожон, да, не трогай меня, не делай вот это, не поступай так, да, прекрати, вы ей 1000 раз говорили. И она каждый раз хихи-ха-ха рукой махает и продолжает свою песню. А вот теперь, да, глаза некуда деть, либо глаза заплаканные, слезы текут ручьем. Все случилось, как вы говорили. Прям тютелька в тютелька, 100% попадание. Какое 100? 1000% попадание. Вы знаете, эта женщина после всех этих событий начнет вас побаиваться, а у кого-то еще отыграется, что она начнет какие-то сплетни про вас распускать, что вы там типа накаркали, что вы ее прокляли, что у вас там то, все, сила есть, сами понимаете. Вот человек, да, в силу своего ума трактует события именно так. Была бы она умная, во-первых, бы она вас послушала. Во-вторых, бы она рассудила так, что у вас больше знаний, опыта, у вас выше интеллект, значит, нужно послушать умного человека. А она, видите, как и глупая, и попадет. Попадет она в какую-то неприятность. А так попадет, что и слезы, и глаза стыдно поднять вверх, потому что вы ее предупреждали, и предупреждали не раз. Если эта женщина ваша обидчица, то, скорее всего, вы какие-то контрмеры будете принимать, либо уже приняли. То есть вы ее предупреждали, говорили: не лезь ко мне, отстань от меня. Она слушать не хотела, считала, что вы там бедная овечка, да, которую можно очень легко поставить на колени. Но на колени стала она. И на колени стала, и попой в лужу села. И, в общем, неприятно. Очень неприятные последствия. Теперь она вас будет обходить 10-й дорогой. Да, теперь она уже не полезет на рожон. Вот. Вообще предпочтет, как с вами, дел не иметь. И слава богу, вам же лучше. Так, а еще вам какое-то время будет дано. Либо вы узнаете, что у вас есть время, дополнительное время, либо время на принятие решения, время на то, чтобы подать какие-то документы, что-то сделать. Да? Для вас это станет сюрпризом, и сюрпризом неожиданным, но приятным. Скорее всего, вы думали, что время закончилось, либо вы куда-то не успели, что все уже поздно, поезд ушел. И тут вы узнаете, что времени еще просто предостаточно. Да? Можно там забить на это все и долго не вспоминать. Но опять же, как совет, вы узнали, что время у вас есть. Пожалуйста, не откладывайте в долгий ящик. Лучше сделайте и забудьте, чем вот это вот себе напоминалки все эти рисовать и думать: а вдруг я там забуду, не забуду, успею, не успею. Лучше сделать и все. То есть вот это событие, связанное с этим временем, оно вам по судьбе. Поэтому так и вышло, что у вас еще и время в запасе есть. Все успеете, все сделаете, но только начинайте уже сейчас. Дальше. Вижу, что вам придется не только своими делами заниматься, но и заниматься делами каких-то других людей. Допустим, это могут быть ваши родители, ваши дети, ваши родственники, там, друзья, товарищи, кто-то, кого вы знаете. Так сложится ситуация, что вы знаете как, а люди не знают как. И даже, возможно, вам некогда, да,
своих там дел не в проворот. Но придется, да, придется пойти навстречу, придется где-то урезаться со своей стороны для того, чтобы помочь тем, кто сам себе помочь не может. Какие-то там документы, подсказки, советы, ответы, наставления. Вот это придется вам делать. С одной стороны, это очень благородно, да, вы очень благородный человек, вы всем помогаете, вы никогда не пройдете мимо. Но с другой стороны, нагрузка станет больше, потому что нужно и чужие дела поделать, и свои, конечно же, успеть. Вот. Надо, конечно, хорошо питаться, пить водичку, полноценно питаться. И старайтесь все-таки высыпаться. Это вам поможет пережить этот непростой период. Ну, возможно, это будет день, да, когда вам нужно будет везде успеть, все сделать, все выполнить, и ноги к концу дня могут гудеть, да, болеть, гудеть, и голова может тоже себя не очень комфортно чувствовать. Ну, поэтому питайтесь хорошо, чтобы у вас энергия пополнялась, чтобы не было там голодных этих припадков, обмороков. Ну и водичку пейте, чтобы застоя не было, да. То будете, скорее всего, либо где-то стоять, либо ходить, либо сидеть в неудобной позе, да, может быть застой. Дальше, мои хорошие, показывают женщину с щитом, и эта женщина вверх, ну, что-то такое прям на крест похожее поднимает. Скорее всего, это вы, ну, либо какая-то ваша знакомая женщина. Если вы мужчина, то это знакомая женщина, ну, возможно, любимая, родная. А если вы женщина, то это, скорее всего, вы. Щит у вас, конечно, что надо. А вот этот предмет, который вы над головой поднимаете, настолько устрашающе выглядит, что перепугаются всем. Вот мне идет какая-то ситуация, где вы, возможно, ничего не говорите. Вот достаточно вашего одного взгляда, чтобы люди прям к стене пригвоздились, да? Чтобы у всех там мороз по коже пошел. Да? Вот как-то так посмотрите, что отобьете все желание портить вам нервную систему, либо идти против вас, либо заниматься какими-то непотребствами, либо еще там что-то негативное делать. Просто вот один взгляд, и он настолько устрашающий, что люди прям чувствуют среди лета, среди жары, чувствуют, что у них там ледовая корка пошла, да, по спине. Прям очень такой неприятный момент для них, но для вас этот момент силы, да, торжества вашей силы. Вы ничего не говорите, вы ничего не делаете, вы одним взглядом показываете, что мало того, что вы можете себя защитить, так вы еще можете навалять. И навалять так, чтобы вот по первое число, да, не балуйся. Хороший знак. Вот надо конфликты решать именно так. Либо не доводить до конфликта, пользоваться вот таким вот взглядом, чтобы всякие там нехорошие люди, редиски, голову боялись поднять. Ну и чтобы не смели проказничать, да. Очень классный взгляд. Прям запомните себя в этом виде, попрактикуйте потом дома и пользуйтесь. Пользуйтесь. Никто не сможет выдержать этот ваш взгляд. Дальше. Вот тут маленькая звездочка. Эта звездочка, она летит к паре. Тут пара, 2 человека. К вам летит звездочка. Желание, мечта, хотелочка какая-то ваша общая. Это хороший знак. Повод для радости, повод для хорошего настроения. И при этом я вижу, что знак больше разворачивается в вашу сторону. Может, вы чувствовали, что вас обделяют, да, сама судьба вас обделяет, там высшие силы вас обделили. То есть у всех мечты исполняются, а у вас нет. У всех желания исполняются, а у вас нет. Да, и вы прям чувствовали эту несправедливость. Но теперь и на вашей улице будет праздник. Эта звездочка прилетит. Да, она маленькая, но тем не менее, это же мечта, это же желание, и оно исполнится. А вот здесь, смотрите, какую рыбу показывают. Рыба какая-то странная, с горбиком. Рыба с горбиком. Большая, крупная рыба плывет туда, где вы, либо туда, где ваш дом. И вы знаете, чтобы ее поймать, конечно, нужно не только быть физически сильным, развитым человеком, но и быть достаточно, скажем так, интеллектуально прокачанным, да, потому что чисто физически ее сложно будет тащить. Тут нужно какие-то приспособления, какие-то ухищрения, что-то нужно будет придумать. Здесь речь о больших деньгах, о больших доходах, о каких-то крупных денежных возможностях. Но, скорее всего, будет либо разговор какой-то, либо вас посвятят какую-то тему, либо это может даже какое-то быть предложение, либо идея, да,
на чем заработать, как заработать, где заработать. Но в одиночку будет сложно. Обязательно нужен кто-то, кто будет помогать физически либо ментально. Но мне кажется, что вам больше нужна физическая помощь, чем ментальная. С менталом у вас все в порядке. Очень высокий IQ. И, вот, кстати, не важно, что у вас там было в школе, закончили ли вы там университет, если у вас докторская степень, это прям совсем не то. Здесь именно про умение жить, смекалка, острый ум, быстрая реакция, креативность, да, нестандартное мышление. Вот про это я говорю. У вас этого хоть отбавляй. А вот в плане физической силы, да, возможно, потребуется помощник, чтобы эту рыбу выловить. Да, она же большая, она же вкусная, не же мяса много, да, там же много денег. Слушайте, прям будет плавать, круги наматывать вокруг вас. Да, вы не спешите, пожалуйста, потому что поспешишь, людей насмешишь, да? Все делаете очень аккуратно, я бы даже сказала, с хирургической точностью, и тогда эта рыба никуда не денется, будет ваша. Дальше показывают следы. Следы достаточно четкие. Знаете, вот следы как будто бы от обуви. Кто-то оставит следы. Допустим, это может быть что угодно. Вам принесли цветочки и подкинули. Да, а вы не понимаете, кто. Но по следам вы сможете понять. Либо кто-то что-то сделал, там, разбил, либо унес, принес, да, а вы думаете, кто же это сделал? А по следам вы найдете. То есть человек, все это делал неаккуратно и оставил свои следы, какие-то свои отметки, наверное, оставил. И вот если пойти по следам, то вы выйдете на искомое лицо. То есть вы найдете, обнаружите, кто это сделал. Вот, почувствуйте себя, не знаю, Шерлоком Холмсом, мисс Марпл, да, по следам пойдете. И также могут быть следы животных. Угу. Да, присмотритесь. И еще, мои хорошие, вы тут такое узнаете, от чего явно полночи спать не будете об этом думать. Какая-то информация произведет на вас неизгладимое впечатление. Что вот знаете, вы думаете, да как же так? Как же такое могло произойти? Либо, а как же я не знала? Как же я там не видел? Вот вам некий человек сообщит эту информацию. Мало того, что сообщит, так он еще какие-то доказательства приведет. Это не пустые слова. Там вот прям доказано все будет. Расписано, доказано. И вы вот полночи ворочаетесь и заснуть не можете, потому что вы об этом думаете. Но там действительно есть о чем подумать. О чем эта информация, я не могу сказать. Вы все слишком разные. Но то, что вы будете думать, я это вижу. И поймите, эта информация к вам пришла именно в нужный момент. Именно сейчас вам положено это все узнать. Для того, чтобы что-то сделать, либо наоборот, для того, чтобы чего-то не делать. Но это вы уже там сами поймете. Допустим, там человек собрался ехать за границу. Вот, а вам приходит информация о том, что там самолеты не летают. И понятно, что лучше, наверное, где-то там отдохнуть локально, где-то рядышком, чтобы вот не мучиться, не страдать, и все эти перипетии путешествия не нести на своих плечах, а спокойно поехать и отдохнуть. Да, вы можете отменить поездку, да, либо купить другой тур, местный локальный тур. Также может быть ситуация там, во что-то вложиться. Вам красивую рекламу рисуют, что вот все, 100% там доход, никакого обмана, там 1000 довольных вкладчиков, а потом вам приносят постановление суда, либо там, не знаю, еще какие-то доказательства, и вы понимаете, что фирма ненадежная, да, похожа на пирамиду. Это может быть ситуация, там, связанная с отношением, да с чем угодно. То есть вам это расскажут, и расскажут именно в нужное время, для того, чтобы вы приняли правильное решение, либо правильно поступили. Вот, скорее всего, поэтому и спать не будете, да, будете обдумывать. И еще, мои хорошие, судьба буквально сведет вас с нужным человеком. Вот вы кого-то разыскиваете, кому-то нужен доктор, кому-то адвокат, кому-то, не знаю, там мастер маникюра хороший, кто качественно делает, да, и недорого. И на ловца и зверь бежит. Я вижу, что этот человек буквально может и сам вам встретиться. Допустим, там где-то случайно с кем-то пересечетесь, разговоритесь, а человек скажет, а я адвокат, да, либо а я доктор.
Скажете: о, вас мне и надо. Ну, как будто бы сама Вселенная посылает вам нужного человека. Это удивительно, это чудесно, и это очень-очень приятно. Нужный человек найдется сам, ну, либо сам к вам придет. И у вас вот такое вот знакомство-встреча происходит. Дальше, смотрите, показываю дерево, и человек пытается на это дерево залезть. В принципе, это возможно, потому что там и веточки есть, то есть можно. Кто по деревьям лазил, те даже вот видя этот рисунок понимают, что залезть можно. Но есть некто, кто буквально цепляется за вас и говорит, что типа не лезь, ты упадешь, это дерево страшное, опасное, да, там буквально причитает и каркает вам под руку. Я вам скажу, почему человек это делает. Потому что человек сам трус. Потому что человек никогда бы не решился полезть на это дерево. И человеку просто обидно. Обидно, что вы можете, а он либо она не может. И поэтому человек вас так отчаянно начнет отговаривать. А я вижу, что вам прям сама судьба на это дерево залезть. На этом дереве что-то есть интересное для вас. Либо вкусное, либо полезное. Вот когда залезете, тогда и поймете, что... Вот, лезьте, конечно же, не упадете, все будет хорошо, и залезете, и слезете, еще и, там, не знаю, плоды соберете, там, яблочки, грушки, что-нибудь еще повкуснее, может, это вообще какое-то экзотическое дерево, там, кокосы на нем растут. Вот. А этого человека не слушайте. Человек и завидует, и испытывает чувство обиды, потому что либо он, либо она, так как вы, не умеет, себе не верит, и человек даже пробовать не хочет, да, потому что, ну, знает, что упадет, да, знает, что ручки слабенькие, ножки слабенькие, да, не выдержит своего собственного веса. А вот эта обида берет, что вы можете, а я не могу. Что я сделаю? Значит, я буду отговаривать. Значит, я и вам не разрешу, чтобы между нами не было разницы. Вот это может и на работе ситуация быть. Вот какой-то интересный новый проект, а вам там коллега кричит, пищит, ни в коем случае не бери, иначе там все, не справишься. Либо, может быть, там чего-то добиться, что-то получить. Ну вот разные ситуации могут быть. А вы обязательно никого не слушайте. Обязательно делайте то, что подсказывает вам ваше сердце и ваша интуиция. Вот. Лезьте, залазьте, собирайте урожай, и будет все хорошо. Дальше показывает, что у вас будут какие-то поездки. Возможно, их будет немного, но они очень такие запоминающиеся, да? То есть интересно, зрелищно, результативно. Кого-то встретите, с кем-то познакомитесь. Ну, такой прям хороший знак. Неважно, вы едете на личном транспорте, либо вы на общественном, либо вообще пешком идете. Поездки прям запомнятся. И запомнятся именно плюсовым значением. Они у вас справа вышли. Также справа у вас показано кольцо с камушком. Видите? Кольцо и камушек. Возможно, кто-то из вас получит предложение. Предложение может быть любого характера. Как любовного, так и делового, так и дружеского. А возможно, у кого-то отыграется такая история, что вы сами того не замечаете, но с кем-то очень сильно сближаетесь и буквально становитесь единым целым. То есть как не разлей вода, либо уже без друг друга вы обойтись не можете. Ну, с правой стороны это всегда хорошо, это полезно, это то, что идет на благо вам. В самом венце показывают людей, которые по какому-то поводу соберутся. Повод какой-то, такой, знаете, тяжелый, грустный. Но в процессе общения ситуация резко разворачивается, и уже смурные такие хмурые лица улыбаются. Знаете, какой-то вот теплый такой порыв чувствуется. Возможно, люди друг друга утешат, друг друга успокоят, да? Опять же, друг друга выслушают, облегчат свою душу. И вот под конец этого собрания, либо этого мероприятия у всех прекрасное настроение, все улыбаются, все довольны. И еще вот почему-то мне идет, обнимаются люди. Обнимаются. Обниматься — это хорошо, это тепло, это быть на одной волне, это понимать друг друга и это поддерживать друг друга. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.